Уникальная образовательная авторская разработка «Этно-домино». В основе привычной детской игры коми-пасы, родовые знаки, знакомые всем национальные символы. Учителя школы села Мохча готовы использовать эту игровую практику не только на уроках рисования и краеведения. В начальных классах «Этно-домино» пригодится при изучении азов коми-языка. Развивать, например, белодны. Можно изучать, например, коми-алфавит, использовать эти рисунки и дополнить их не только коми-буквами, но и коми-цифрами. Правда, нужен комплект побольше, ведь коми-букв их много. В районе есть своя программа «Мы ижемцы», а потому в приоритете самобытная культура и традиции. Свое этнокультурное объединение в Мохчинской школе открыли 4 года назад. Сегодня здесь работают 2 группы. Учим их красиво одеваться, ходить красиво, рассказываем про каждую деталь ижемского костюма и даем все это в игровой форме. Детям нравится такая подача. Местный детский коллектив даже на гастроли ездит, проводят в Мохче и свой школьный лут. Здесь все по-взрослому. Проходки с ижемскими воротами, хороводы со своим сакральным смыслом. Главное, теперь у детей есть костюмы, говорят педагоги. Ведь именно они привлекают юных сельчан к изучению и восстановлению этнических и родовых связей. Мы, конечно же, меня костюме 4 года назад, когда мы начинали, приходилось костюмы собирать. Просили в клубе, у бабушек, у знакомых. Теперь детей стало больше, и мы решили костюмы шить сами. Родители нам помогают. Очень яркие получились костюмы. К этнокультурной эстафете подключились и дошколята. В одном из детских садов райцентра уже 2-й год реализуют проект «Чудо из бабушкиного сундука». Доступным языком малышам рассказывают о том, чем и как жили их предки. И снова все внимание приковано к уникальному ижемскому костюму. С трепетом относиться к женским сарафанам и мужским рубахам здесь учат с малых лет. Вот сегодня во время репетиции я спросила: ребята, а вам нравятся такие костюмы? Они: да, нравятся. Я говорю: в таких костюмах ходили ваши дедушки и бабушки. Ну, они у вас наряднее, потому что это у нас как бы праздничный костюм. Это работа, это приобщение к традиции, к ижемской традиции остается работой на долгие-долгие годы. Опытом ижемские педагоги поделились с коллегами из Усинска, Сосногорска, Сыктывдинского и Усть-Куломского районов. Многие из них преодолели почти 1000 километров, но все же приехали на мастер-классы. Благо, дорога до Ижмы теперь хорошая, а потому делиться своими наработками в сохранении национальной культуры больше ничего не мешает. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Ижемский район.